скучаю по тебе. И хотя живу я вдалеке, ты меня, родная, знаю, ждешь. Под окном моим опять цветет. Ты меня, родная, знаю, ждешь. Под окном моим опять цветет. Ах, калина, красная калина, я тебя, родная, вспоминаю. Ах, калина, красная калина, помню, как тебя я целовал. Ах, калина, красная калина, грозди твои красные горят. Ах, калина, красная калина, только ветры буйные шумят. Разлучила нас с тобой беда, но пройдет разлучница зима. Знаю, наше счастье впереди, я прижму тебя в своей груди. Знаю, наше счастье впереди, я прижму тебя в своей груди. Ах, калина, красная калина, я тебя, родная, вспоминаю. Ах, калина, красная калина, помню, как тебя я целовал. Ах, калина, красная калина, грозди твои красные горят. Ах, калина, красная калина, только ветры буйные шумят. Все равно пройдут печаль и грусть, я к тебе, родная, возвращусь. Знаю, наше счастье впереди, я прижму тебя к своей груди. Знаю, наше счастье впереди, я прижму тебя к своей груди. Ах, калина, красная калина, я тебя, родная, вспоминаю. Ах, калина, красная калина, помню, как тебя я целовал. Ах, калина, красная калина, грозди твои красные горят. Ах, калина, красная калина, только ветры буйные шумят. Итак, Дуполь 156, сцена 31, кадр 341, третий день съемок. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Вот, с вами на кухне талантов приехал мой тезка Валерий Митинов, Геннадий Аксенов, который, если бы не был, ну, не буду грубое слово говорить, а сел бы между Валерой, мог бы загадать желание. Но ты не загадаешь, Гена, желание, потому что ты не догадался сесть между нами. Вот. Оно и так сбудется. Хорошо. Вот, Валер, давай расскажи, откуда, чего ты? Я, как представляю, приехал из города Сарова, там прописан, работаю там, а так живу в Вознесенский район, село Сарминский Майдан, раньше был, то есть Сар-Майдан, то есть под горой течет речка у нас Сарма, и то есть от него и пришло название. Село сейчас у нас самое такое
можно сказать, богатый, сам такой продвинутое село Старый-Майдан в нашем районе. В Старом-Майдане мы были у вас в гости, там такое большое село, там почти по 1000, наверное, этих... Ну да, сейчас у нас, то есть, ну там такое село, перспективное село у нас есть. То есть, вот, так что богатый купец, богатый жених приехал. Встречайте, Истра. Да. С Валерием мы познакомились именно в Вознесенском районе на фестивале в Кривуше, который Юра Галихин организовывает. Большой ему привет и всем привет нашим кривушинцам, которые у с Геной помнят. Да, Ген? Да, потому что мы там спали не один раз. Там нас судьба свела. Да, и пели мы там, тогда помню очень хорошо. А так вообще по жизни, Валер, чем занимаешься? Ну, если тоже, я работал постоянно в Доме культуры, директором Дома культуры работал. Вот, практически. На заводе работал, какой там год там с женой познакомился, потом женился, устроился, значит, в Старый-Майдан, то есть директором Дома культуры. Ну, как продвигал там село. Вот, это было... Сейчас нет Дома культуры. Нет, есть, но я уже не работаю там. Вот. Потом работал, значит, как промежуточное время было, там где-то год не работал по Колымам, потом работал лесником, 8 лет тоже работал лесником. Вот. Потом какой-то опять промежуток, тут меня судьба как бы свела. Опять в культуру меня вернули, опять я стал директором Дома культуры. Вот в 2016 году опять ушел, и то есть вот получилось так, что меня привели в город Саров. И начал в Саров, то есть там вот есть такой депутат Александр Васильевич Тихов, вот, народный депутат, уже 4-й созыв, 5-й созыв имплантировался. И он, то есть, как вот меня тут заметил, стал с ним везде ездить, тоже в Снаксаре там в монастырь, то есть водить людей там туда, концерты делали. И сейчас я в данный момент тоже как бы помощник депутата городской думы. Вот как бы благодаря этому человеку. Тебе теперь надо не директором Дома культуры, а художественным руководителем. Директор не для тебя. Ну да, солидарен, согласен. Там надо отвечать от песни, петь это наше. Да. Давай что-нибудь наше такое евдокимовское. Да, есть такая песня, Михаил Евдокимов. Я думаю, что я ошибусь, вспомним, да, хороший был мужик. Там среди русских полей. Полыни дыхание, и так встревожено душу до слез давние воспоминания. Словно я падаю, руки в разброс, травы, дожди, болью и мизе. Ветром с полей шумом берет душу мою исцелите. Там среди русских полей дышится сердцу вольней. Даже молитва слышней, там среди русских полей. А у часовенки, где холодок, древнет один огонечек. На веру кладу я цветок, скромный свой алый цветочек. Все здесь знакомо до боли, до слез, травы, дожди, болью и мизе. Ветром с полей шумом берет душу мою исцелите. Там среди русских полей дышится сердце вольней. Даже молитва слышней. Там среди русских полей. Там среди русских полей даже молитва слышней. Там с старомайданских полей. Да, песни, слова и все. Ну да, Евдокимов вообще, он, конечно, был патриотом. Я думаю, что он был патриотом настоящим, и любил Родину, Россию. Ну да, да, смерть нелепая. Вот такая песня еще есть, я вернулся про дом, когда он вернулся домой. Ну, никто не знает. Что-то нет, я такого не знаю.
Ну, хотелось бы сейчас, если можно спеть песню, посвятить нашим дедам, которые воевали, те, кто там... Давай, с удовольствием, потому что я Спасибо. всегда прошу как бы песню о Великой Отечественной войне, чтобы кто-нибудь исполнял. Спасибо деду за победу. Последние 4 строчки моих. Не нужно писать. Домой, когда суду весна цвела, ему кричали наш родной, и улыбался майский день. Сквозь слезы говорила мать: сынок, я верила живой, пришлось так долго воевать, присядь и отдохни, родной. Спасибо деду за победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живем. Спасибо деду за победу, за этот светлый праздник май, за нашу теплую беседу. А где Геннадий, выпьем, наливай. Вернулся он с войны домой, 4 года, как 100 лет. И молодой, но весь седой, за нашу жизнь держа ответ. И прошептала тут жена: родной, я тоже так ждала. И ничего, что ты седой, теперь навек, теперь ты мой. Спасибо деду за победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живем. Спасибо деду за победу, за этот светлый праздник май, за нашу теплую беседу, за это выпьем, наливай. Спасибо деду за победу, за каждый отстоявший дом, за нашу теплую беседу, за то, что мы теперь живем. Спасибо деду за победу, за этот светлый праздник май, за нашу теплую беседу, за это выпьем, наливай, за это выпьем, наливай. Да, скоро у нас 9 мая, великий праздник, и я считаю его самым священным праздником, потому что погибло, говорится, 28-30 миллионов, то есть это такая цифра, которая просто не может уложиться ни в какой голове и никогда больше не погибала. Но сейчас тоже идет как бы война, хотелось бы, чтобы она тоже 9 мая бы прекратилась бы. Вот. И давай про современную, ребятам привет передадим. Да, привет тем, кто на передовой. И Александра Ванюшкина, есть такая песня 333. На машине с надписью «Майдан ФРГ». А за этим полюшком русский паренек четко корректирует градусов. 333 с ночи до зари, от рассвета до заката 333.
Женя просто. Так что пожелаем всем ребятам вернуться домой. Пожелаем как бы и русским, и хотелось, чтобы тоже украинцы тоже живые вернулись домой, чтобы все это прекратилось. Вот. Будем надеяться на это. Вот. А я, Валер, насколько знаю, что очень ты Газманова любишь. Я не знаю, ты планировал ты сейчас петь его или не планировал. Но я считаю, что ты обязан петь Газманова, потому что Олег Газманов гордится и слушает всегда, когда ты поешь. Я даже не знаю, под гармонию, что ему... Целый день сегодня прошел и не успеть. А еще расскажу просто, почему познакомились. Он меня зацепил чем? Когда он играл это одно. Помнишь, когда- как... Да, и когда он затанцевал, вы же Вы как представляете, поете, эй-эй-эй, да? это такая харизма пошла от Валерия, что я просто не выдержал, подошел к Ну, Валерию. Олег Газманов другому. мой кумир. это я- Валера, Когда же я- там... ты, говорит, нашел, наверное, что искал. Я говорю, да. Поэтому это человек, который передает именно своей харизмой и цепляет, и берет все. Не надо играть, все мы ошибаемся, и я также. А вот харизму не каждый передаст. Ну давайте как получится, Поехали. потому что я не пою на концерт, когда там песни Газман, то есть под минусовки, микрофон там, да, немножко прыгаю и сать там, или что-то Да. стараюсь сделать, но под гармонию впервые, я не знаю, как получится. Помнишь, как с тобой гуляли, выбирал ты сам себе коней, твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда помнишь, как тебя любил, гордо под тобой ходил, как из рук твоих левый сонен гел, был твою так безнадежно смел. Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Как ты мог оставить друга? Помнишь, как жестоко вьюга? Кровью ран своим, он тебя согрел, нес вперед и ранен, и явились волны за кормой, и потаял берег твой родной, и морской прибой, зарево огня, красота Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. А теперь он спутанный стоит, занесенный хлыст над ним дрожит, и морской прибой, зарево огня, отражал от воды коня. Исаул, Исаул, ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. И твой конь под седлом чужака. Вот так вот. Так что Так неожиданно, ну что-то там немножко не Очень дотянул. тяжело на гармонии сыграть, кстати. Да. ничего страшного. Валерий Николаевич, и уж на тему войны, то есть запели, я думаю, Геннадий Николаевич, мы сейчас еще исполним песню. Дело в том, что у меня сейчас дружочек лежит на СВО, лежит без ноги, то есть ранее привезли 19 января, прямо на день крещения, то есть я был на роднике, вот где-то в 3 часа, вот как сбывается, полтретьего там, я родничок там сделал, восстанавливал, мне тоже помогал, вот. И я пришел, то есть на крещение, там облил водой, скукнулся, и в это время, пока я там что-то вот это делал, его в это время он успел на мину, и вот сейчас, то есть в Москве лежал, потом еще где-то в городе лежал, сейчас его перевели, то есть в Рязани. Вот, война как таковая, брат на брата, да, воюют-то. Да, братская война, гражданская война. Брат с братом воюет. Песня так называется «Ты забыл, брат». Стоим в поле с братом, поле на себе, друг на друга автоматы пальцы. Тут тебе шепнул на ухо, на груди привет загад, что ты забыл, Колян, братуха, ты забыл, что я твой брат.
родила. Стоим мы с братом поле на берегу Днепра. Ты налево, я направо, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно так. Ты забыл, как друг без друга, было туго нам, когда я в Белгород рванул, ты загрустил. Ты забыл, братан, забыл, на край ворот, где ты мою Полинку крестил. Стоим с братом, с автоматом, с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метра и ни пять. Ты забыл, как мы с тобой махали, сеяли, как скач под волновахой на коня. Что же мы с тобой, братишка, наделали, что теперь стоим на разных сторонах? Как же, братик мой, солдатик, смог ты все забыть? Теперь меня ты на гелетку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе газелку трехголового червя. Ты забыл, братан, себя, ты забыл людей. Тебе вспомнить Ленинград и Хатынь. Ты забыл, братан, забыл, как дед Матвей под Прохоровкой гадину давил. Лежим в поле с братом, поле рваные тела. То ли поле, и что-то огня. Растерянные танки, вырванные коды, и саперная лопата в груди моей торчит. Нужны ли мы теперь кому-то, кто маслице подлил, кто тебе шепнул на ухо, давно уже свалил? А ветер песню пел в степи, пронизывал. Ой, ты, мате, Украина, как же так? Долго будем эту рану зализывать. Только видно, вот рубец не урал. А в синем небе, брат, два голубя белые. Это души наши только понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит. Валер, темы поднимаешь болезненные, как бы такие грустные. Я бы хотел сказать Олегу Газману: Олеж, у тебя есть уникальная возможность приехать на концерт к Валерию Митинову и вместе с ним сделать... Это моя мечта. Это моя мечта. И вместе с ним сделать эти сальто дублем. Ну, мне надо сейчас... под балалайку. То есть такая история. Олега Газмана, насколько мне известно, его ударяло током 35 тысяч ватт, по-моему. Вот. Меня в 2010 году у меня прошло 35 тысяч вольт высокого. То есть вот вы, наверное, прыгаете поэтому. Вот, и то есть практически вот это, то есть живой, и когда я, то есть, с земли встал, видел только один человек, мой племянник, мы, кстати, 6 старика. Вот я, когда уже в себя пришел,
Говорю, знаешь, моя мечта сбудется, с Олегом Газаном я должен встретиться, я с ним я должен с ним петь, я должен с ним петь, мечта должна моя сбыться. Не знаю, насколько это получится. Ну, и следующая песня, Олег Николаевич, я исполню, наверное, посвящу, хочу посвятить своему зятю. Если можно, да? Давай. Песня называется «Комбайнеры». То есть он у меня такой, вот, он то есть такой тракторист, комбайнер прямо от природы. Я, то есть, если с вашего позволения, да, тоже... Не Гена его зовут. Иван, русский Ванька. Русский Ванька, вот. Тоже последний куплет, я там немножко дописал, сочинил там немножко. Ну, Геннадий, там, как обычно, да, что-то в песне что-то мне не хватает, их надо немножко что-то добавить. Газман. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериал, ведь они не в формате канал, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет, они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни лент, в суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают, у них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру, не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил сырва от кофе, сел на него, бросил машину на ДТ, по 500-150, покормил перед этим поросят. Будет долгим-долгим твой рабочий день, но зато ты знаешь, каждый день в тракторе внутри получаешь за работу вместе с тысячи комбайнеров. Каждый был парни родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики, арбузный вкус, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пидорасы беснуются в Москве, но пока есть такие пацаны у нас в стране. Знай, пусть враги все знают, сучка скандализарать, никогда отребья натовская не возмутена. Выпил сельма, аж котела, сел на него, Рассельмаш, на ТТ по 500-150, покормил перед этим поросят. Будет долгий твой рабочий день, но зато ты знаешь, каждый день в тракторе внутри получаешь за работу вместе с тысячи комбайнеров. Игорь Истряев, Валерка Митинов, песню поем, дорогу колес, поем комбайнера, споем рукам. Хотите споем, а городские пацаны? Вы только дайте нам руки гармон, ребят ребятовский, попробуй настрой. Споем девчонка, споем барыже. Игорь Истряев, что вам покажи, а я спою в генералке клёв. Пою сейчас для вас Валерка Митинов. Долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, старомайданским пастухам. Вот такой веселый, задорный год у нас сегодня на Кухне талантов. Нижегородская область, Вознесенский район. Сармайдан. Сегодня уже там просто так. Ну сейчас люди говорят Сарминский Майдан. То есть. А так вот у меня там и съемки есть всегда. Ну то есть, знаете, Сар, то есть девиз Майдан. Майдан. Ну, хотелось бы вспомнить тогда еще одну песенку. Ну, это вот сейчас как бы исполню песню своего сочинения, да, ну, как бы авторскую песню, которую, знаете, вот как, ну, ты мне перед этим рассказывал, как человек рассказывал, то есть песня просто, ну, как-то на раз, вот, в этот раз написал. И вот, то есть песня написана уже где-то, я сейчас скажу, года 3-4 назад. То есть такая история, выходим, я выхожу так на улицу, это зима, выхожу, значит, убирать там мы, ну, просят коров, там, свиней, все, хозяйство у нас как бы это, держишь, я убрался, значит. И вот такая вьюга, вот небо не видать. Просто такая. А я вот, ну, я люблю такую погоду. То есть, я говорю, я жене, так, я все сделал, одеваюсь потеплее, значит. А и через поле у нас там сосенки, что ли, там, ну, километр. Я вот иду по полю, знаешь, небо не видать, вот так все завьюжило.
Ну, песня так я назвал, «Завьюжило». Вот, то есть как, а у меня потом еще до сих пор как голландочки есть. Вот, ну, ладно, сел, пришел голланд, взял гармошку, и родилась вот такая песня. Завьюжило, в село пришла зима, на улицу вся вышла ребятня, и лето красное нам не нужно, нам лето встретиться не суждено, а вьюга разыгралась и идет, и она по-своему поет, я по свиданию в южинке пойду, хоть новый слюги счастья я найду, а по полю ходит родина юга, ну где же ты, моя подруга, я у голландки жду, сижу в покое, гармошка мне душу успокой, а по полю ходит родина юга, ну где же ты, моя подруга, и сидим вдвоем мы у огня, гармошка, любимая моя, орешку сармужского льду, там тихо ходит родин ветерок, и я один стою на берегу, любимую подруженьку я жду, а за вьюгой где-то ты другой несет тебе цветы, разыгралась, разгулялась мгла, ну где же ты, хорошая моя, а по полю ходит родина юга, ну где же ты, моя подруга, я у голландки жду, сижу в покое, гармошка мне душу успокой, а по полю ходит родина юга, ну где же ты, моя подруга, и сидим вдвоем мы у огня, гармошка, любимая моя, и сидим вдвоем мы у огня, гармошка, любимая моя. Молодец, хорошая песня. Спасибо. Не все тебе там дописывать по 4 строчки, и целую песню тоже. Ну так вот, да, как Может, и что. альбом потом. С Олегом Газмановым встретимся, но не помню его про Россию, там, вперед! А, вот его же песня-то. Так было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче гнет. И если опасность держали враг, становится Родина, как монолит. Вернее, победы сегодня так стали, опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, продолжится летопись наших побед. Если врагов налетит воронье, и снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Вперед, Россия! Мне еще нравится вот так, ты доля моя доля. Доля. Жизнь моя катилась по дорогам, мелькали годы, люди, города. Вечно свое счастье проворонил, быть может там, где мчатся поезда. Только раз мелькнули на перроне черные, как ночь, ее глаза, как потом себя казнил в вагоне, что не спрыгнуть и не удержать.
Газманова ты помнишь? Путана. Путана, 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 ночная бабочка, но тоже виноват. Путана, 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 огни отелей так заманчиво горят. Следующий номер нашей программы. Господа офицеры, я Газман многие песни знаю, я под гармоник, я как... Давай эту песню офицера, знаешь? Поминай меня. Офицер. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изганил, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода ваша сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Ну, вас я знаю, потому что в прошлый раз мы 3 часа, вот 2 товарища играли, пели без перерыва. Но у нас, понимаете, лимит время, пленка заканчивается. Сказали до 3 Время- часов. Время подходит к концу. У нас еще 157-я сцена следующая. Нет. Вот. Поэтому мы подходим к завершению. Я хотел бы вам напомнить, что у нас в гостях был Валерий Дмитриев, Геннадий Аксенов. И на прощание мы исполним... Болотов. Ну что будет? Звени, бубенщик мой, звени, гармошка полный шута напевы, а я вам песенку спою, как шут влюбился в королеву в одном из замков короля, и у прекрасной королевы
тоже такая дворовая песня, примерно из этого темы была «Иванушка, где же ты, Иванушка?» Это было много лет тому назад, распшикал королеву кафедра. Да она была грустна, не весела, только знала, что Иванушку звала. Где ты, Иванушка? И, наверное, милый Ванюшка, почему ты не торопишься? Королеву распиши, приходи ко мне, Иванушка. Да и, наверное, милый Ванюшка, не могу я их без милого, 2 минуточки прожить. А тем временем Иванушка поет, защищал он землю русскую свою, защищал от чудо-юда 3 голов, и ему пустоши 9 юзов. Приходи ко мне, Иванушка, ты неверный, милый Ванюшка, почему ты не торопишься? Королеву распиши, где ты, Иванушка, да ненаглядный, милый Ванюшка, да не могу я ведь без милого, 2 минуточки прожить. То ли правда, то ли сказка, то ли нет. Эту сказку рассказала легко рассвет. Эту сказку рассказала мне трава. Ну а ветер нес заветные слова. Приходи ко мне, Иванушка, скорей, наверное, милый Ванюшка, почему ты не торопишься? Королеву рассмеши. Приходи ко мне, Иванушка, скорей, наверное, милый Ванюшка, не могу я ведь без милого, и ни минуточки прожить, а ни минуточки прожить. Ча-ча-ча. Сейчас мы выключаем камеру, а все, кто хочет услышать продолжение, пусть приходят на концерт к Валерию Митинову. Спасибо, спасибо огромное всем. Спасибо, что пригласили. Валерий Николаевич, удачи вам, процветания, всех благ. Гена, спасибо, мы с тобой не прощаемся. Спасибо.